Одно из самых значимых событий осени – крымско-татарская книжная ярмарка начала свою работу уже в 5-й раз. По традиции на ярмарке представлены книги на крымско-татарском языке, а также о Крыме и крымских татарах. Именно поэтому каждая такая книга – это шаг в распространении, развитии и сохранении истории, культуры и традиций крымских татар. Организаторами 5-й книжной ярмарки, как и 5 лет назад, стали студия Караденес Продакшн, женский журнал Нинкиджан, банкетный салон Ешиляда. 5-я крымско-татарская книжная ярмарка уже за себя цифра говорит, что это стало хорошей, доброй традицией. Это на самом деле такая уже, знаете, как бы системная работа для всех. Для тех, кто книги пишет, для тех, кто издает, ну и для нас, организаторов. Такая задача проводить ее каждый год. И мы в этом году увидели еще новых 18 книг. И, конечно, для нас это опять-таки наше достояние, которое мы представляем, опубличиваем для всего нашего народа. Считается, что книги в современном мире теряют свою популярность, уступая дорогу электронным носителям. Но тех, кто любит, листая страницы, открывать для себя многогранный мир печатного слова, по-прежнему много. И судя по количеству гостей ярмарки, крымские татары – читающий народ. Посмотрите на крымских татар. Это читающая, грамотная, развивающая нация. И мне кажется, на мой взгляд, это самый главный вывод, который можно сделать, посмотрев, как проходит наша книжная ярмарка. Китап ярмаркаларын бек севеміз. Мында бек жоқ мерақлы китапчықлар бар. Ең бірінші балаларымыз тілін үйреніп, біздің Крым татар тілін яқшы білгендерін істейік. Ана ең бірінші себеп бұл. Говорят, красота в глазах смотрящего, а фантазия в голове читающего. В каждой книге, представленной на крымско-татарской ярмарке, новые образы, открытия исследователей, путешествия по родному краю. В этом году на ярмарке было представлено 18 новых книг. Среди них детская, учебная, исследовательская, краеведческая литература и публицистика. Махсус бу ярмаркта біз чыгардык бу китабы. Бу кенжетайларга энциклопедия. Біз демек біздің милли нешриятларымызда ilk кере bu böyle kitap çıktı. Bugün birinci kere 5. yarmarkada iştirak ettim. Ballar için biz Hışçıklar'ın Tamırlar kitabını hazırladık. Bu kitap bizim Horantan'ın tarihi көрсетті. Ben pek isteyim ki gelecekler nesilge bizim tarihini kaldırmak. Bu yıl yeni kitap bu Bekir Çobanzade'nin izlerinde. Karadeniz Production'ın ve Resul Bilaliyev'in yardımıyla biz çekim grupasıyla Azerbaycan, Uzbekistan, Türkiye, Macaristan'a barıp Bekir Çobanzade'nin izlerini kıdırdık. Ve Bekir Çobanzade'nin faaliyetini araştıran insanlarla, alimlerle konuşup bu nelerini yazdık. Ve arşivlerde daha hiç kimse görmegen vesikalarını taptık, fotolarını taptık ve daha tapacağımız kitap bek tez bir müddeti, kısa müddeti yapıldı. Devamı mutlaka olacak. Крымско-татарская книжная ярмарка – это традиционно презентация новых книг, встречи с авторами и издателями. В этом году насыщенную и очень интересную программу мероприятия дополнили панельные дискуссии с Ленорой Дюльберовой. Еще одно новшество – в рамках ярмарки прошел детский конкурс рукописной книги «Мой Чобанзаде». В этом конкурсе я поучаствовала, потому что Шафика была такая деятельность великая, Шафика Гаспринская. И я приняла участие в этом конкурсе, потому что я хотела быть похожа на нее. И это будет моя первая книга. Красочные иллюстрации и увлекательный сюжет – это идеальный рецепт детской книги. И таких на ярмарке было много. Изобилие детской литературы привлекает внимание и интерес не только маленьких гостей, но и их родителей. Приобрели очень много книг. Хотим, чтобы дети знали наш родной язык. По мере возможности развиваем их, стремимся, чтобы они знали наш язык. Мне сегодня купили книжку крымско-татарскую на крымско-татарском языке, и мне будет очень интересно изучать ее. Biz er vakit gidemiz ve bilgimiz bu kitaplarını. Как
всегда, особые гости ярмарки. Для них приготовили игровую зону с аниматорами из студии детского праздника «Поле чудес», батуты, карусель, встречи с героями любимого крымско-татарского YouTube-канала «Дингельдай». И еще торт от знаменитого кондитера Эрнеста Аблямитова. В рамках ярмарки прошел вечер памяти Бекира Чобанзаде, приуроченный к 130-летию со дня его рождения. Гости вечера услышали стихотворения и песни на стихи поэта. Исследователи рассказали о своих открытиях в изучении творчества и биографии выдающегося языковеда и тюрколога. Бек yüksek болмаса да, көк төбесі темелі болсын. Айдынлық her көшесі. Пенжересі кеңіш болсын, кірсін ышық, жарлыға әр қапысы болсын açık. С каждым годом крымско-татарская книжная ярмарка проходит все масштабнее и ярче. Это было бы невозможно без поддержки социально активного бизнеса. С каждым годом крымско-татарская книжная ярмарка получает все большую популярность и распространение, что дает надежду на то, что книга все-таки в нашем обществе и среди молодежи является одной из главных аспектов развития, а не только современные технологии. Мы с радостью каждый год принимаем участие, поддерживаем. И я скажу, что это самое лучшее, что мы можем сделать для наших детей и для нашего народа в целом. Всегда зовите, с радостью откликнемся и поддержим. Я тут сегодня всей семьей, с детками, нам очень нравится. Ежегодная книжная ярмарка стала заметным явлением в жизни крымско-татарского общества. Атмосфера, которая царит здесь, это настоящий праздник Возрождения. Но какой праздник без музыки и песен? Поэтому пятую юбилейную ярмарку решили завершить большим концертом звезд крымско-татарской сцены, режиссером и продюсером которого стал Айдер Мурадасилов. Yalı boyu çöl tarafı altın dalgan enerji. Evlatlarının arzuları mutlak ömürge geçir. Mavi bayrak altın damga galibeler getirir. Пятая крымско-татарская книжная ярмарка завершилась на высокой ноте настоящего искусства. Впереди новые открытия, новые издания, новые впечатления. И следующий, уже 6-й праздник книги.